Для обеспечения вентиляции легких маску располагают на лице таким образом, чтобы герметично закрыть нос и рот. Прозрачные маски позволяют контролировать цвет лица и губ. Маску держат одной рукой так, чтобы мизинец располагался на углу нижней челюсти. Средним и безымянным пальцами поддерживают нижнюю челюсть, а указательным и большим держат маску. Другой рукой держат дыхательный мешок и проводят вентиляцию легких. Выполнив местную анестезию лидокаиновым спреем и проверив герметичность манжетки интубационной трубки, в течение 3 минут проводят преоксигенацию маской. Убедившись, что после введения гипнотических и наркотических средств больной спит, вводят мышечные релаксанты. На фибре манжетки эндотрахеальной трубки. Маской проводят преоксигенацию в течение 3 минут. После введения гипнотических и наркотических средств по глазным рефлексам убеждаются, что больной спит, после чего вводят мышечные релаксанты. Для предотвращения повреждения зубов ларингоскопом используют специальные пластины или салфетку. Одной рукой открывают рот, предотвращая ущемление языка и губ между клинком ларингоскопа и зубами. Язык отводят в сторону ларингоскопом и устанавливают конец клинка за глоточную поверхность надгортанника. Язык и мягкие ткани глотки поднимают клинком таким образом, чтобы увидеть вход в гортань. Интубационную трубку через ротовую полость, а затем через голосовые связки продвигают так, чтобы проксимальный край манжетки находился сразу за голосовыми связками. Манжетку раздувают до полной обтурации трахеи. Правильность установки интубационной трубки определяют по аускультации всех отделов легких, так как выслушивание только верхушек может привести к неправильной трактовке шумов. Трубку фиксируют. Корректность положения интубационной трубки также проверяют по концентрации углекислого газа в конце выдоха. Я хочу вам рассказать о катетеризации центральной вены, в частности, катетеризации подключичной вены по методу Сельдингера и подключичным доступом. Показания к проведению манипуляции – это необходимость массивной высокоскоростной инфузионно-трансфузионной терапии, проведение парентерального питания, также при введении растворов, раздражающих периферические вены, также мониторинг центрального венозного давления и основных показателей гемодинамики, также удаление эмбола при венозной эмболии, а также рассыпной тип периферических вен. И еще можно использовать при эндокардиальной электрокардиостимуляции. Для проведения манипуляции необходимо стерильный перевязочный материал, стерильный обкладочный материал, растворы антисептиков, 70% раствор этилового спирта, 5% раствор йода, 0,9% раствор натрий-хлор, 0,25% раствор новокаина, набор для катетеризации подключичной вены и фиксирующий материал. Для проведения манипуляции необходима правильная укладка больного. Больного укладывают горизонтально, голову поворачивают противоположно от места пункции. На стороне пункции руку приводят к телу и ротируют наружу. Под лопатку подкладывают валик. После 3-кратной обработки обкладывается место проведения манипуляции стерильным обкладывающим материалом. Место пункции
инфильтрируется 0,25% раствором новокаина. Сначала это инфильтрируется кожа, подкожно-жировая клетчатка, толща мышц с образованием лимонной корки. Затем производится, собственно, пункция подключичной вены. Срез иглы смотрит вверх, а прокол кожи происходит в направлении грудино-ключичного сочленения, параллельно ключице. По мере продвижения иглы постоянно производится аспирационная проба путем подтягивания за поршень шприца. При попадании в подключичную вену кровь должна свободно поступать в шприц без усилий. Затем больного просим задержать дыхание и закрываем отверстие иглы пальцем. После этого в иглу проводим проводник на глубину до 12 сантиметров. Затем аккуратно удаляем иглу из просвета вены, при этом оставляем в ней проводник. Затем по проводнику проводим дилататор для расширения окружающих тканей, чтобы ввести катетер без затруднений. И проводим по проводнику катетер. Катетер необходимо проводить по проводнику только после того, как дистальная часть проводника окажется сзади от катетера. И аккуратно вращательными движениями мы продвигаем катетер в вену на глубину до 12 сантиметров. После введения катетера в вену удаляем проводник путем подтягивания его на себя. Затем после этого мы проверяем путем аспирационной пробы правильность положения катетера путем подтягивания его на себя. Кровь должна спокойно, без проблем аспирироваться в шприц. После этого катетер подсоединяем к инфузионной системе или закрываем ее заглушкой. Затем необходимо фиксировать катетер кожи пациента лейкопластерной повязкой. Интубация трахеи. Показания.
При операциях, в том числе непродолжительных, когда невозможно обеспечить свободную проходимость дыхательных путей. Больным с полным желудком, когда постоянно существует возможность регургитации и аспирации. Большинство больных, оперируемых на органах брюшной полости. Больным, подвергающимся внутригрудным вмешательствам, которые могут сопровождаться одно- или двусторонним послеоперационным пневмотораксом. При оперативных вмешательствах, при которых затруднен контроль свободной проходимости дыхательных путей из-за положения на операционном столе. При оперативных вмешательствах, при которых возникла необходимость введения мышечных релаксантов и ИВЛ. При операциях на голове, лицевом скелете, шее, операции с использованием микрохирургической техники, у больных склонных к ларингоспазму и педиатрическая анестезиология. Необходимо определить степень риска интубации. По подвижности шейного отдела позвоночника, по движениям нижней челюсти, визуальная картина ротовой полости. У нашего больного я вижу мягкое, твердое небо, язычок, небные дужки, корень языка и заднюю стенку глотки. У нашего больного первая степень риска интубации. Для интубации нам необходимо следующее оснащение: ротоносовые маски, ларингоскоп с набором клинков, эндотрахеальные трубки, шприц для раздувания манжетки, анестетик для местного обезболивания, электроотсос, туфель, кляп, наркозно-дыхательный аппарат и набор медикаментов, анестетики и мышечные релаксанты для ввода наркоза. Для премедикации мы используем 1 мл димедрола, 1 мл атропина. 1% димедрол из расчета 0,1 мг на килограмм массы тела, 0,1% раствор атропина из расчета 0,01 мг на килограмм массы тела. Приступаем к водному наркозу. Для водного наркоза мы используем брозипам 10 мг, кетамин 200 мг, дитилин 100 мг. Накладываем маску и даем больному дышать кислородом в течение 5 минут. После наступления полной мышечной релаксации приступаем к интубации трахеи. Используем анестетик для местного обезболивания. Ларингоскоп берем в левую руку. Слева вводим, язык отодвигаем вправо. Вдоль языка поднимаем надгортань вместе с корнем языка. Открывается голосовая щель. Эндотрахеальную трубку вводим в голосовую щель до исчезновения манжетки за голосовыми связками. Проверяем. Раздуваем манжетку. Подключаем наркозно-дыхательный аппарат. Фиксируем эндотрахеальную трубку. Таким образом производится интубация трахеи.